Я не могу перекричать. این مردم تشنه فوتبالن. پیش از همه شما باید که زیاد فوتبال تماشا کنید. Новые игроки сборных, но нет, кто-то бежит меня обнять. Всем привет, меня зовут Карина Нарзикулова, я новая ведущая блога Пари Лайф. Сзади меня бегают футболисты, летают мячи и кричат фанаты. Это значит, что мы снова приехали на футбол. Я первый раз в Кулябе, первый раз буду смотреть игру, так что будем разбираться вместе. Кому кто не узнал, мы находимся на центральном стадионе Куляба. Сегодня здесь будет дикая схватка между Равшаном Куляба и Паншером Балхи. Расскажите, какую тактику вы выбрали для сегодняшней игры? То, что мы дома играем, у нас атакующая тактика, мы будем стараться взламывать оборону соперника. Будем стараться показывать атакующий футбол. Можете предсказать примерный счет игры? Я ничего не могу вам сейчас сказать, игра покажет. Как вы оцениваете своего соперника и как думаете, какие у него вообще такие сильные стороны? Соперник очень хороший, мобильный, хорошие игроки в этом команде тоже находятся. Хорошие физические данные у них тоже хорошие. Хороший соперник. Какой результат нам ожидать от Равшана на чемпионате Таджикистана? Мы на каждую игру выходим только на победу. Будем стараться в каждой игре играть только на победу. А мы будем надеяться увидеть Равшана на пьедестале в этом году. До начала матча еще целых 30 минут, а стадион уже заполнили фанаты. Слышите, как кричат? Сейчас мы пойдем к ним. Это первый матч после масштабной реконструкции. Новые стулья и вон тот прожектор. Но нам сегодня он не понадобится. Посмотрим, как сыграют команды на новом стадионе. По традиции, самая большая и шумная армия фанатов у клуба Равшана руководит ими Диловар. Расскажите, как сегодня вы настроены на матч? Озираш настройка ҳама тарафа 100%. мо тайёрӣ хуб дидагем, иншолло ки мо дар бозӣ ғалаба мекунем. И бозӣ таърихӣ мегзара. Расскажите, вам не тяжело руководить такой огромной армией фанатов? Не тяжело вообще собирать людей на матч? мо одамо ташнаи футболан. тӯли қариб ина соли гузашта ки дар шаҳри Кулоб футбол шидагӣ нест. ҷоми конфедератсияи футболи ёсо дар шаҳри Душанбе дар шаҳри Исҳоқ гузашт. ин мардум ташнаи футболан. ин мардум ҳеҷ кас даъват кардагӣ нестанд. ё чун мухлисои Равшананд. барои Равшан ҷоншона метан. нигоҳ кун, як чак барои Равшан. Как вы думаете, то, что вы сегодня играете у себя дома, это как-нибудь поможет в игре? ҳамаи бозиро дар поли яхин мо ғалаба ҳисоб мекунем, чунки футболбозон қадри мухлисоро медонанд. ин мухлисо 12 бозингар дар майдонан ёрдам мекунанд. ин мухлисо чун ғалабаро ишон метаванд. Все, тогда будем надеяться на победу. Спасибо. Равшан чемпион! Расскажите, часто ли вы приходите на игры вашего любимого клуба? Мара бозӣ Равшан дар мақсад ки ай соли барвақт ман балеч кастам. Мақсад ки мо дар имрӯз барои ҳамун хотири мақсад ҷамъ омадем ки ин бозиро мо ба нафи худмон ҳал кунем иншолло. Кто ваш любимый игрок в этой команде? Бозингари дӯстдоштаи ман Раҳматшо Раҳматзода аст. Как думаете, с каким счетом закончится сегодняшняя игра? Мақсад ки ман пеш гуфта наметавонам. Акид мақсад ки иншолло ин бозиро бояд мо барем. Ман шота гуфта наметавонам. Иншолло. Но мы, конечно же, все надеемся на победу. Пока борьба
идет, а так нет. Этой подводки меня научил Бузурк. На самом деле игра идет ровно, пока нет никаких явных победителей, проигравших. К слову, это матч уже второго тура чемпионата Таджикистана. К слову, Паньшер сыграл с душанбинским ЦСКА. Правда, проиграл. А вот Равшан сыграл в ничью с гисарским Баркчи. Запомнила себе название. Ура! Все ждали долгожданного гола. Был опасный момент, но гола не случилось. Но это не мешает болельщикам поддерживать своих. Все ждали долгожданный гол. Был опасный момент, но его не случилось. Я не могу перекричать. Их невозможно перекричать. Я пыталась. Сейчас был очень опасный момент, поэтому все ждут гол. Кажется, я оглохла. Я перешла уже на другую сторону стадиона, но тут снова встретила болельщиков Равшана. Как вас зовут? номи ман Мухаммад Али аст ва имрӯз омадам то дастаи Равшани клубро дастгирӣ намоям. Расскажи, как ты оцениваешь игру? Было столько опасных моментов. хоб айни ҳол чӣ ки ба мо шумо маълум аст бозӣ дар ҳолати хуб идома дорад ва мо боварӣ дорем ки дастаи Равшани клуб галаба хоҳад кард ва ҳоло тавре ки ба мо аён аст бачаҳо ҳоло хуб бозӣ карда истодан. Расскажи, как ты думаешь, в этом году, в этом сезоне получится ли Равшану наконец-таки одержать победу в первенстве Таджикистана? ин умеди ҳар як клуби шаҳр аст ки дастаи Равшан ин мавсим ғолибиятро ба даст хоҳад овард ва мо ҳам ба боваритон гуфта метавонем ки пирӯзӣ аз Равшани клуб аст. Остается добавить Равшан Бапеш, но мы за то, чтобы победила дружба. Первый тайм завершился в ничью. Равшан атакует, Паньшер защищается. Этот текст мне тоже подготовил Бузурк. А пока я все еще не теряю надежды найти фанатов Паньшера. Мы попали в кабинет человека, который о футболе знает все. Поэтому в первую очередь я хочу спросить, как мне, дилетанту, начать быстро разбираться в футболе? хуб барои фаҳмидани футбол, барои хуб дарк кардани ҳолатҳои баҳсбарангези бозиҳо пеш аз ҳама шумо бояд ки зиёд футбол тамошо кунед ва баъзе аз қоидаҳое ки ҳастанд нозук дар футбол онҳоро омӯхта накунед. Тамом чизи зиёдатӣ ё ин ки ҳолатҳои фантастикиро зиёдтар на ин чизо лозим нестанд барои фаҳмидани футбол. Ҳолатҳои оддӣ тамом. Значит, Бузурк должен чаще брать меня с собой на футбольные матчи. Расскажите, как оцениваете первый тайм? умуман рости ман бозии дигарро интизор будам аз дастаи Равшан, чунки ин даста дар назди мухлисони хеле зиёд бозиро оғоз кард ва бештар аз шояд аз 10 000 мухлисони дастаи Равшан ҳоло дар варзишгоҳ қарор доранд ва вазифадор буд ин даста ки бозии хуб нишон бидиҳад. Аммо дар нимаи якум он чиро ки шояд ҳатто сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар нақшаҳои худ дошт, бозингаронаш дар майдон онҳоро амалӣ карда натавонистанд ва баръакс бозии дастаи Паньшерро мо муваффақтар мебинем дар қисми якум, махсусан дар хатти дифоъ онҳо ва дар маркази майдон муқобили дастаи Равшан алал хусус дар бартараф кардани ҳуҷумҳо бозии хуб нишон дода тавонистанд ва ба ҳар ҳол бозии даста аз лиҳози оне ки ҳуҷумҳо бештар буданд ва бозии босуръат буд метавонем гуфта ки бозии хуб буд, бозии бад набуд дар қисми якум. Мы, как профессионалы, сохраняем нейтралитет и верим в победу обеих команд. Спасибо большое. Спасибо. Если меня спросят, где я могу найти этого человека, я, наверное, без сомнений, без всяких раздумий скажу на больших спортивных мероприятиях. Расскажите, как часто вы вообще посещаете такие футбольные матчи, которые проходят в регионах, и нравятся ли они вам? Всегда, если у меня есть время. Всегда.
потому что я работаю в телевидении «Варзиш», как вы знаете, и это моя работа, так что побывать во всех стадионах. Тем более у меня есть такая программа, такая передача, называется «Футбол и таджикский футбол». Так что я везде и всегда там, где футбол, и там, где я вообще. Расскажите мне, как вы оцениваете таджикский футбол сегодня? Сегодня таджикский футбол как можно оценить? Вот учитывая вот эту атмосферу, вот такую атмосферу, которая в Куляб-арене, я вообще-то мечтаю, что в каждом стадионе вот была такая атмосфера. И я уверен, в этом сезоне всегда и везде, во всех стадионах будет такая атмосфера. По крайней мере, я так мечтаю. Я так мечтаю, что так оно и было. А сбудется ли эта мечта и будут ли все остальные болельщики подражать болельщикам Равшана, мы увидим в следующих выпусках Пари Лайф. Кому желаете победы? Обоим командам, честно говоря, я болею за Равшан, но как я... Раскрывает секреты. Не, как я работник телевидения, поэтому у меня нейтралитет. Желаю обоим командам успехов. Пусть победит сильнейший. Победит сильнейший. Спасибо. Я бы хотела сказать, что рядом со мной новые игроки сборных, но нет, кто-то бежит меня обнять. Все в порядке. Вот такие крутые аниматоры развлекают не только фанатов футбола, но и самих игроков. Мы нашли самого преданного фаната Равшана. Расскажите, как давно вы болеете за этот клуб? Я уже 47 лет болел за Равшана. Когда Ансол был, тогда звали его Ансол. А я вот, знаете, приехала первый раз в Куляб, и мне стало интересно, почему народ Куляба так любит футбол. Это самые, наверное, громкие, яркие болельщики, которых я встречала. Мы, кулябцы, вечно болеем за футбол, за Равшана. Что пожелаете сегодня любимому клубу? Мы стараемся, чтобы победить. Только победа Равшану. Больше никаких... Стараемся, чтобы победить. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. В Кулябе живут истинные фанаты футбола. К вам с промежуточными итогами. Счет наконец-то открылся 1-0. Ведет, как вы думаете, кто? Конечно, Равшан. Я увидела, наверное, самую глупую желтую карточку за всю историю просмотра футбола. 3 раза, хорошо. Флажок, который просто мешал ударить мяч. Игрок его выдирает. И за это, как вы думаете, что? Получаешь желтую карточку. Я считаю, во всем виноват флажок. А ты, Бузург? Во всем виноват флажок. Многие игроки не справляются с эмоциями, поэтому из-за перенапряжения им приходится отправляться на скамейку запасных. Но мы верим в бразильского игрока, что он придет в себя и снова пополнит ряды Равшана на поле. А мы продолжаем смотреть дальше. Я продолжаю учить новые термины. Теперь я знаю, что такое пенальти. Перед нами директор клуба Равшан Куляб. Расскажите, пожалуйста, оправдались ли ваши ожидания от игры? рамади калон хеле ки шумо худен дар мувани мухлисо мо хостем ки бози хубтар нишон дем ва камтар бачаҳо сустар бозоран. Ман фикр мекунам бози хубтар мешавад. Что вы можете сказать о новых игроках вашего клуба? игрокое ки нави ки мо гирифтаем оҳиста формаи худро мегиранд ва оянда бозиҳо дар турҳои дига бозирои хуб ишон метаванд. За этой игрой сидят более 13 тысяч людей. Как вы думаете, вообще оправдаются ли сегодня ожидания фанатов?
ما باور دارم که باید ما غلبه کنیم برای که این قدر در نزد این قدر مخلص حتما باید غلبه شود. Расскажи, сколько атак тебе сегодня удалось отразить? Атак было немного, спасибо команде, ребята молодцы, выполнили установку. Чем меньше атак, тем больше голов в другие ворота. Поэтому сегодня все сделали здорово, ребята молодцы. Как ты вообще в целом оцениваешь игру и вот этих вот людей, которые просто из-за тебя всей душой болеют? По поводу игры тяжеловато было, потому что поле не самое лучшее. Я надеюсь, дальше будет улучшаться поле. По поводу болельщиков, это наш бриллиант, это лучшее, что у нас есть, поэтому всегда приятная поддержка. Спасибо им огромное. Расскажи вообще, какая это твоя по счету игра в Таджикистане и какие у тебя дальнейшие планы? У меня есть контракт, пока я здесь. Конечно, мы ставим цели самые высокие, мы хотим выигрывать от игры к игре каждую игру. Вот будем работать, получается. Следующая неделя у нас ЦСКА, мы работаем на них. И так, день за день. Такая наша работа. А мы будем над этим наблюдать. Желаем удачи, спасибо. Все, спасибо. Как думаете, что сегодня вам вообще помогло победить? Конечно, это наши болельщики, это 12-й игрок у нас, поэтому большое спасибо болельщикам, что они пришли, поддержали нас, было очень приятно. И то, что мы выиграли, это победа для них. Кто ваш следующий соперник, как вы к нему готовитесь, как вы его изучаете? У нас сейчас следующий соперник, это команда ЦСКА, очень хорошая команда. Новые игроки тоже в команде ЦСКА находятся. Очень хорошая команда. 2 игры они сейчас выиграли, они сейчас на подъеме. Но мы тоже сейчас посмотрим их игры, будем делать анализ. Постараемся показать хороший футбол и добиться успеха. Расскажите нам о сильных сторонах своей команды. Сильная сторона – это дух команды, командная игра. Спасибо вам большое и дальнейших побед. Расскажите, что сегодня помешало вам победить? Вы знаете, у футболиста, если есть мастерство, оно есть, а если его нету, его и нету. Поэтому подводит мастерство отдельных игроков. Вы если посмотрели по ходу матча, мы неплохо выглядели, особенно первый тайм. Практически ничего не давали противнику сделать. Их не навалы, всегда сводились на нет. Но ошибка, пенальти и в конце или от усталости, или от чего игрок просто потерял мяч в безобидной ситуации. И так получилось. Но еще раз скажу, я очень доволен игрой, то что уже вижу позитив в будущем играм. Поэтому мы сделаем глубокий анализ, разберем игру и постараемся улучшить нашу игру в следующих матчах. Я думаю, что все согласны с мнением, что это была очень красивая, очень достойная игра. И это же только начало. Значит, да, мы постараемся наверстать упущенное и будем в каждом матче выкладываться на все 100%. Еще раз хочу спасибо сказать ребятам. Они играли настолько, насколько они сейчас могут. Все-таки мы вышли в высшую лигу с первой лиги. Сейчас такого не хватает мастерства. Но, тем не менее, нужно наверстать. Над какими моментами будете работать в первую очередь? Первый – это последний пас. У нас сегодня вот этот момент очень страдал. 3 человека, которые отвечали за центральную зону, они не смогли выделить этот последний пас, атакующей нашей линии. Я думаю, что 5 моментов, которые мы отрабатывали в домашних тренировках, они должны были способствовать, чтобы мы могли добиться успеха. Но еще раз говорю, последний пас – это проблема. Мы вас верим, желаем успехов и будем держать за вас кулачки. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Красиво, зрелищно, еще очень ярко. Для меня интересно, игра завершилась счетом 2-0 в пользу Равшан Куляб. Выиграли, так сказать, на своей родной земле. Достойно и очень красиво. Но мы, конечно же, желаем не расстраиваться их соперникам команде Паншер, потому что они новички, новичкам всегда везет, а это значит, что впереди ждет еще очень много побед. А вы знаете, что за этой игрой следило 13 тысяч человек? На региональном масштабе такие болельщики классные, яркие и очень крутые. Поэтому я считаю, что нам уже пора врываться просто на мировую арену. А это был блог Пари Лайв специально для Пари Матч. Вы можете подписаться, поставить лайк и, конечно, написать, как вам сильно понравилась новая ведущая. Пока! Пари, пари.